Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года. Мы не будем сегодня смотреть события недели, так как у всех все одинаково из-за карантина, одно и то же. Мы посмотрим возможности выхода из кризиса и совет на неделю. Итак, тельцы у нас. Для тельцов посмотрим основные энергии недели. Это отношения, это работа, это финансы, удача, проблема недели, решение проблемы и совет. Итак, основная карта восьмерка. Бубновая карта, очень хорошая, которая говорит о том, что как раз открываются какие-то возможности. Либо вы уже устали от какой-то ситуации и можете ее прекратить, да, либо, допустим, может быть, какие-то отношения с людьми тоже вас как-то очень сильно там мучают, выводят из себя, либо просто вам кажется, что эти люди вам не подходят. Вы можете легко на этой неделе отказаться от них. И от обстоятельств, и от людей, и от всего, что вам больше не служит, мешает и так далее. И в то же время эта карта как раз решения проблемы, это карта успеха, это карта ответа на вопрос. Вот восьмерка бубновая. Кроме того, эта карта говорит о том, что будет какое-то очень важное, значительное событие, значимое даже, которое вот-вот произойдет. Может быть, на этой неделе, может быть, даже на следующей. Но оно скорое будет. Кроме того, трудная ситуация разрешается. Здесь на жизнь влияют не только люди, не только вы сами, но сейчас влияют на вашу жизнь и высшие силы, именно вот решают ваши какие-то проблемы, которые у вас в данном случае есть в жизни. То есть прям активное вмешательство высших сил в вашу жизнь, помощь, поддержка. Дополнительная карта для отношений король трефовый говорит о том, что в отношениях, возможно, у вас как-то переменчиво. То хорошо, то плохо. Может быть, неопределенная какая-то ситуация. Может быть, вот эмоции, да, допустим, сегодня я люблю, завтра кажется, что не люблю. То есть, как-то вот очень нестабильно. Кроме того, может быть конфликт постоянный какой-то. Вот карта говорит о том, что это все лишнее. Вот то, что происходит в отношениях у вас на этой неделе, этого вполне можно избежать, если не вступать в конфликт вообще. Естественно, что тут конфликт интересов, он проявится как-то, но вот его нужно как-то обойти, избежать, чтобы не было серьезных разногласий. Потому что это все ерунда, это все временно. Вы сейчас поссоритесь, да, а потом это окажется чем-то серьезным, то есть перейдет в какую-то большую ссору, а оно, в принципе, не стоит того совершенно. То есть лучше всего, конечно, здесь как-то разумно очень относиться к тому, что между вами происходит, и стараться как-то больше заниматься там делами своими, интеллект свой занимать. Очень хорошо вот по этой карте приобретать знания какие-то, учиться. Опять же, вот карта связана с сетью, с интернетом. Когда проводятся различные консультации, мастер-классы через интернет и так далее. Вот сюда лучше направить свои усилия. Можно даже и вместе там с партнером, да, с супругом, с супругой, с близкими людьми это все делать. Тогда это только улучшает ваши отношения. А может быть, у вас, наоборот, были разногласия, да, и вот по этой карте вы их разрешаете. Это карта, которая говорит о том, что вот эта карта, которая говорит о том, что вы можете на свой вопрос, на какой-то, наконец получить ответ. В работе дама червовая выпадает, карта говорит о том, что перемены обязательно будут на работе именно на этой неделе. Даже если раньше у вас уже были какие-то перемены, что-то дополнительное происходит. Кроме того, эта карта связана с какими-то поездками, перемещениями, и вот они для вас могут быть закрыты. Возможно, они очень важные для вас, но вот на этой неделе не получается. Кроме того, может быть, кто-то из тельцов должен был куда-то переезжать. Это вот имеется в виду там офис, допустим, да.
и не получается тоже на этой неделе, скорее всего, здесь вот работа на дому. Но в любом случае здесь какое-то улучшение ситуации, хоть и перемены в работе, но улучшение ситуации точно. Какие-то неожиданные новости приходят. Может быть, в коллективе какие-то перемены, может быть, ну, как бы вас куда-то переместят с должности на должность, но вам в любом случае лучше это. Для финансов восьмерка червовая выпадает. Карта говорит о том, что будет сложно довольно-таки, потому что здесь эмоции, да, из-за денег, здесь какие-то, ну, в общем, желание может быть в какие-то не очень правильные сделки войти, потому что вот здесь может быть соблазн такой по этой карте. И знаете, может даже кто-то вас вовлекать. Допустим, там говорят, возьмите кредит, да, и вот будет вам счастье. Потом выплатите, то есть, ну, могут обещать, но карта говорит, что не нужно этому поддаваться ни в коем случае. Здесь вот не время для того, чтобы какие-то вот такие сделки совершать, которые вам не будут служить в будущем. Проблема будет, если вы на это поведетесь. Кроме того, это карта репутации. Ни в коем случае нельзя вот свое доброе имя как-то подставлять из-за денег. То есть все честно должно быть, все должно быть проверено, все по документам. В общем, не должна пострадать ваша репутация ни в коем случае. Поэтому вот обращайте внимание, какие деньги приходят, каким способом вам предлагают заработать, или вы сами решаете и так далее. А также карта интуиции, да, если, допустим, вы на этой неделе будете вот в поиске новых источников финансов, вам может прям интуиция подсказать, вывести вас на новый источник дохода. Так, ну и, конечно же, все, что касается эзотерики, подсознания, астрологии и так далее, там таро, здесь вот очень хорошие могут приходить заработки. Именно у тельцов. Теперь проблема недели, семерка червовая. Карта говорит о том, что могут быть проблемы вот именно в семье. Может быть, иммунитет нужно, ну, как бы улучшить, увеличить, да, может быть, нужно заниматься постоянно здоровьем вот всей семьи. Здесь и питание правильное, здесь какие-то правильные привычки, да, то есть нужно постоянно на это обращать внимание. Нельзя, вот, допустим, оставаться там в неподвижности, нужно двигаться, нужны какие-то упражнения и так далее. То есть вот карта говорит о том, что нельзя быть, ну, как бы, нельзя допускать, чтобы ситуация вот со здоровьем у вас была как-то пущена на самотек. То есть нужно все время этим заниматься. А также эта карта еще связана с бабушками, дедушками, родителями, да, то есть вот здесь, может быть, для того, чтобы помочь родителям, да, вам придется как-то рисковать своим здоровьем. Бывает и такое. Ну вот карта говорит о том, что вы должны обязательно вот этим вопросом заниматься. То есть нельзя все пускать на самотек. В этом проблема. А решение проблемы, шестерка бубновая, это вообще замечательная карта, которая говорит о том, что вы все время защищены. Вот у вас здесь очень хорошая связь с высшими силами, там, ангелом-хранителем, или для кого что, да, то есть кто как воспринимает высшие силы, просто как вселенная, как жизнь, очень хорошая защита у вас идет. То есть, несмотря на то, что есть какие-то вот указания на то, чтобы здоровьем заниматься, все-таки у вас как раз тут все в порядке, если вы это выполняете условия, да. А здесь какие-то хорошие перемены к лучшему. Если, допустим, кто-то болел, это выздоровление. А здесь какие-то ситуации, которые вдруг происходят, они заканчиваются тоже очень хорошо и счастливо. В общем, какие-то у нас здесь приятные такие сюрпризы происходят, которые не дают нам, ну, вернее, которые не дают проблемам нарастать, наоборот, разрешаются все проблемы. В общем, решаем мы проблемы тем, что мы полагаемся на высшие силы, мы благодарим, если, допустим, у нас есть там здоровье, если есть у кого-то проблемы со здоровьем, да, нужно обращаться к высшим силам. То есть прям связь идет тут непосредственная. Очень хорошая карта для исцеления. Теперь у нас удача недели в шестерке
пиковый. Эта карта у нас связана с какими-то государственными делами, учреждениями, может быть, законы какие-то государственные. В общем, что-то связанное с властью. И поэтому удача недели для тельцов будет в том, чтобы решать вот эти вопросы, которые у вас назрели, только законным путем, ни в коем случае не в обход. Если есть какие-то требования, их нужно обязательно соблюдать. Хорошее время для того, чтобы какие-то бумаги оформить, для того, чтобы решить какой-то вот вопрос, связанный с государством, с властью. Также здесь вот нужно соблюдать иерархию, да, то есть если, допустим, не можете решить вопрос на низшем уровне, вам нужно подниматься выше. То есть карта говорит о том, что у вас удача на этой неделе все эти вопросы разрешить себе на благо. Кроме того, эта карта суда очень часто бывает. Если у кого-то были ситуации как раз вот связанные с судом, и они затягивались, то вот на этой неделе вполне возможно разрешение каких-то вопросов. Кроме того, это победа в суде, потому что это у нас карта удачи, и вот удача будет на вашей стороне. Также это у нас вопросы с налоговой очень часто бывают. Тоже как-то можно удачно все разрешить. В общем, любые какие-то важные дела, связанные с государством, связанные с администрацией, все будет решаться, если это необходимо. Также карта говорит о том, что мы должны менять как-то вот систему представлений о мире, о жизни. Это будет нам только на благо. И совет на неделю для тельцов, семерка трефовая, говорит о том, что если даже какие-то сложности, потери происходят, ни в коем случае не нужно отчаиваться, нужно работать на будущее. Знаете, вот сложные времена, они всегда есть, всегда были и будут. И, может быть, потери какие-то бывают. И от этого, не нужно из-за этого отчаиваться. Карта говорит о том, что нужно просто трудиться, нужно стараться искать людей, которые с вами могли бы в команде работать, да, вот, то есть, чтобы коллективный какой-то был труд, деятельность. И тогда вот может быть успех вполне. То есть карта говорит о том, что нужно работать, не смотреть ни на что, не концентрироваться на каких-то сложностях и потерях, не впадать в растерянность, в раздражение. А вот если человек занят, карта говорит, то он счастлив. То есть будет все в порядке. Тогда нужно именно вот работой все проблемные вопросы снимать. Друзья, желаю прекрасной недели. Желаю, чтобы только самое лучшее для вас на этой неделе происходило. Всего вам доброго. До новых встреч.